Основное количество фальсификата молочной продукции, который выявляется в Коми, приходится на бюджетные организации. Это школы, детские сады и больницы. Такие данные озвучил Россельхознадзор. Чаще всего признаки подделки обнаруживаются с маслом и сырами. При этом прежде привлечь к ответственности недобросовестных предпринимателей было сложно, так как в указанный в документах адрес не существовал. Выправляться ситуацию стало с июля этого года с введения обязательной электронной ветеринарной сертификации. Она позволяет отслеживать, откуда поступила та или иная продукция. Нарушение технических регламентов и нарушение ветеринарного законодательства, то есть это и по отношению ветеринарно-сопроводительных документов, и также выпуск в оборот продукции, не отвечающей требованиям качества и безопасности. То же самое касается и этикеток, маркировок. Вот такие нарушения у нас наиболее часто встречаются. По всем выявленным нарушениям выданы предписания. Также выдаются предостережения хозяйствующим субъектам. И штрафов наложено почти, более 2,5 миллионов рублей. То есть это большая часть касается технических регламентов, то есть нарушение требований технических регламентов. То есть там самый высокий штраф для хозяйствующих субъектов. Надзорные органы для предпринимателей проводят подобные публичные обсуждения регулярно. Здесь в том числе озвучиваются типичные нарушения со стороны бизнесменов, как раз таки, чтобы впредь они их не допускали.